İşte dostlar, güzel muzikamızı yaşadık, belli bir insanlarımız hakkında söz verseydik. Şimdi ise güzellik ve maksatlar hakkında söz verseyeceğimiz. Dostlar, bizim stüdyamızda Dulber kadın berber ve bundan da gayrı muvaffakiyetli iş adamıdır Elvira Hanım Yakubova. Şunun için bizim sohbetimizge buyurun, meraklı şeyler sizler için. Selam aleyküm Elvira Hoş Hanım. geldiniz, Elvira Hoş geldiniz. Rады приветствовать вас у нас в гостях. Спасибо. Sabahınız hayır olsun. Elvira Hanım, aslında sabahınız neden başlandı? Sevgili işimden, салона красоты. Я очень люблю свою работу, поэтому все, что я делаю, это прихожу на работу, и день мой начинается с навождения красоты для вас, для девчонок, для мужчин. В общем, И говорят, когда любишь свое дело и начинаешь утро именно с любимой работы, тогда и день проходит также позитивно, так ли? также позитивно, да, незаметно, приближается к вечеру, и заново следующий день заступаем также. Çok güzel. Расскажите нам, пожалуйста, вот в эти дни исполнился год вашему салону, был сознадан Юректен Хайрлайх. Nasıl etip erşe başlangan еді? Nasıl etip siz bu kararga geldiniz salonu açmak için? Ну, это желание, наверное, у меня было все годы моего, да, вот, роста в этой карьере. Я всегда любила, с любовью подходила к своей работе. Конечно, мечта любого человека, да, что-нибудь, наверное, открыть и сделать свое какое-то продолжение. Вот благодаря вот этой мечте я и добилась, достигла, пришла к этому именно моменту, когда получилась такая возможность. Наверное, это был именно мой звездный час, скажем. Машаллах. Я запустила свой проект, к которому я потихонечку, не торопясь, в общем-то, и пришла. Сказать, что были сложности, я не думаю, потому что при желании и при приложении всех усилий все это дается. И, конечно же, огромное спасибо девочкам. В основном все в жизни хорошо получается, если есть сплоченный коллектив. Вот благодаря моему коллективу я сейчас, сегодня с вами обсуждаем эту тему. Машаллах, мы очень гордимся, что среди нашего народа есть такие успешные люди, которые несут красоту массы, скажем так. Вы на данный момент практикуете сами? Вы парикмахер, либо более как руководитель уже своего салона? Нет, можно сказать, что как руководитель я совмещаю, а на самом деле я больше, наверное, как мастер. Я мастер универсальный. Вот, поэтому люблю как мужчин встреч, так и женщин. То есть нет ничего, чтобы я не могла. Çok güzel. Вот если перейдем к началу вашей карьеры как директора, как хозяина салона, да, как хозяйки салона, с какими трудностями вы столкнулись в первую очередь? И что вы можете посоветовать людям, которые сейчас хотят открыть свой малый бизнес и стремительно идут к этому? Честно говоря, поддержка близких, в общем, в основном получается, все, что касается документов, это понятно, что потихонечку по всем инстанциям все это проходишь. А все, что касается, как говорится, организации именно непосредственно салонной работы, тут уже собрать хороший коллектив. И я думаю, что если стартовая есть у вас хотя бы 1-2 человека, да, ваших любимых мастеров, то начнется совершенно без проблем. Конечно, в первую очередь нужно, прежде чем открыть салон, на самом деле подумать о том, чтобы у вас был изначально коллектив. Вот это самое главное. Ну и месторасположение салона. Обязательно должен быть хороший подъезд, ну и удобно, уютно. И желание. И гостеприимные, как говорится, мастера, то есть которые встречают вас с улыбкой. Думаю, это самое важное. Вы правильно подметили, что помощь близких действительно очень важна. Я думаю, и в вашей карьере сыграла немаловажную роль. Расскажите нам, пожалуйста, вот вы сейчас сказали о том, что вы являетесь и практикующим мастером тоже. Приближается зима. Что нужно делать, чтобы обезопасить свои волосы и как нужно за ними ухаживать?
Ну, я думаю, что ни для кого не секрет, что в любое время года, да, пусть это лето, пусть это зима, обязательно должны быть головные уборы. Ну, понятное дело, что наши девочки любят просто с распущенными, но чем мы больше их от холода, от зноя, жары прикрываем, тем они у нас намного благодарнее и лучше сохраняются. Но, опять же, питание – это самое важное. Вот есть 3 маленьких таких секрета. Нужно кушать грецкий орех, пить воду в большом количестве, да, не меньше 1,5-2 литра, как говорится, и кушать белки. То есть все, что, из чего состоит наш волос, это кератин, да, волос из белка. Поэтому вот необходимые, как говорится, продукты и, конечно же, правильно подобранный шампунь. И кондиционер тоже будет способствовать тому, чтобы зимой выглядели красиво и ухоженно. Çok sağ olun, что открыли нам эти секреты. Я думаю, они полезны будут абсолютно для всех телезрителей. Çok sağ olun. Расскажите нам, пожалуйста, и о видах причесок, видах стрижек в этом сезоне, какие самые актуальные стрижки, и что просят девушки и парни в первую очередь, когда приходят в салон, какая стрижка самая популярная сейчас? Ну, популярная, опять же, получается, кто что любит, кому что нравится, да. Красиво, конечно, когда у нас длинные ухоженные волосы. В этом сезоне, опять же, остаются в моде длинные, каре. Вот, ну, то есть мы делаем все, что, допустим, по желанию клиента. Тут как бы в основном какой-либо моды сейчас не установлено, да? Сейчас каждый вот по своему желанию может выбрать себе стрижку. Правильно? Мода, ну, опять же, это асимметричные какие-то стрижки. У ребят выбритые затылки, очень любят хайр, тату, допустим, да, вот молодежь, детки, все, ну, вот. То есть... Но вот, как вы сказали, хайр, тату, это больше к парням относится, да? Либо девушки тоже это делают? Я вам хочу сказать, что девочки сейчас очень даже смелые, даже длинноволосые, да. Девочки позволяют себе выбрить где-то на затылочке какие-то треугольнички и при этом, при всем там что-нибудь нарисовать. Я думаю, что это выглядит очень красиво, когда волос собранный. И в то же время она остается красивой, ухоженной девушкой, если распустить волосы. Ну, есть такие маленькие моменты. Çok sağ olun, Эльвира Ханум, за то, что посетили нашу студию, за ваши ответы на наши вопросы. Желаем вам творческих успехов, потому что действительно такая профессия, как у вас, это прежде всего творчество. Желаем вам вдохновения, успехов в развитии вашего бизнеса и, конечно же, благодарных клиентов. Çok sağ olun, что пришли к нам в гости. Çok sağ olun. Biz ise dostlar devam ettik ve növbəti bizim növbətiki rubrikamız sizler üçün sizin diqqətinizə havale edilir. Ve elbette dostlar biz ile daima olunuz ve bugünkü sabahımızın son dahaları pek meraklı olacak.